Татарстан помогает Курской области. Гуманитарные колонны прибыли на пострадавшие территории. Специальный репортаж из Курской области военкоров 7 дней. 2 года со дня создания батальонов Темер и Алга. Как выполняют свой долг татарстанские бойцы? Духовное единство России, послание миру. В чем сила фестиваля в Болгаре и Свияжске? Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире 7 дней, в студии Тимур Бекмурдин. Смотрите сегодня. Если надо помогать, то надо помогать. Своих не бросаем. Практически один из первых приехали к нам. Курская область. Гуманитарная миссия Татарстана. Первую помощь получили в Красном Кресте. От и до, от крыши до фундамента, это все было сделано. Дети заходят и радуются, смотрят. Школа вообще вау. Лисичанск. К началу учебного года дети начнут обучение в 3 отремонтированных Татарстаном школах. Столько лжи, что вот хочется все-таки обратить людей к их корням. Самое главное – идти дальше по пути сохранения и приумножения нашего культурного достояния. Послание миру, возрождение, насколько мы сильны в своей правде, идущей от традиций. Все мы ожидали, что ближе к осени ситуация на Донбассе и приграничных с ним регионах России будет обостряться. Хотя, конечно, такое обострение, тем более в Курской области, стало для всех неприятным сюрпризом. Ситуация постепенно стабилизируется. Наши войска не только остановили захват территории на Курщине, но и уже постепенно начинают выбивать врага из российских населенных пунктов, нанося ВСУ критические потери, в том числе в технике. Я, конечно, не военный эксперт, но, основываясь на опыте, знании истории, можно даже не сомневаться. Оголтелая террористическая атака укронацистов на мирные земли Курщины обойдется им дорого. Скорее всего, выйдет боком в среднесрочной перспективе. А я даже осмелюсь сделать прогноз, что это будет началом конца киевского режима Зеленского. Как это ни парадоксально прозвучит на фоне залихватских заголовков и репортажей украинской пропаганды. Просто оцените разницу в наших подходах даже к этой спецоперации. Они беснуются и радуются гибели мирных жителей. В интернет просачиваются ролики, снятые самими же укрофашистами со свастикой на касках и издевательствами над гражданскими и пленными. И в то же время в информационной ленте появляются сведения о том, как мирные куряне спасли раненого бойца ВСУ и передали его российским военным. Гуманитарный аспект в этой истории в Курской области очень показателен. Регионы откликнулись на общую беду очень оперативно и эффективно. Мы знаем, что помощь из Татарстана дошла по назначению. Гуманитарный конвой сопровождала съемочная группа 7 дней. По решению Раиса республики создан специальный счет для сбора средств пострадавшим в Курской области и начался сбор гуманитарной помощи. Рустам Минниханов перечислил часть своей заработной платы в фонд помощи курянам. Члены правительства, многие компании и предприятия, медиахолдинг ТНВ также последовали его примеру. В среду в Курск из Татарстана ушла первая колонна с гуманитарным грузом, который в четверг уже был принят для раздачи нуждающимся. В Татарстане собрали 60 тонн помощи. В пятницу в Курскую область выдвинулась уже вторая колонна гуманитарки. В состав конвоя вошли товары первой необходимости, продукты питания, бытовая техника, одежда, бытовая химия, медикаменты, канцтовары. Специальный репортаж Ленара Валиулова и Булата Абдульманова из Курской области. Нижнюю часть, чтобы не развалился. Находясь здесь на складе одного из оптовых баз города Казани, который бесплатно предоставила площади под размещение гуманитарного груза, думаешь, что попал на студенческий сабантуй. Тут и там молодые люди в футболках молодежных организаций движения Татарстана заняты каким-то занимательным для них самих действием, исполнение которого требует сосредоточения и внимания. Каждый знает, что делать, у каждого свой фронт работает. В общей беде у каждого жителя республики сегодня появилась своя добровольная зона ответственности для решения общей проблемы. По инициативе Раиса Республики Татарстан был объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавшего мирного населения приграничных районов Курской области. Ребята включились в работу, волонтеры.
Вот так за 6 дней на одном дыхании простые отзывчивые жители, волонтеры, учреждения, предприятия, молодежные организации республики собрали 4 фуры первой партии гуманитарного груза для отправки пострадавшим жителям приграничных районов Курской области. Потому что у нас общая беда. Враг потревожил наших сограждан. Им нужна срочная помощь. Это и продукты, которые имеют структуру такую, как крупы, мука. Это быстро завариваемые продукты типа супы и пюре для того, чтобы можно, повторюсь, максимально быстро организовать питание на месте, допустим, либо в пункте временного размещения, либо и там, где встречают людей, эвакуированных с места, где сегодня люди, к сожалению, не могут находиться в своих домах. И прекрасно, что наши татарстанцы, что все вместе отправляем эту гуманитарную помощь. Кроме этого, был запрос от коллег Курской области на все, что связано со стройматериалами, на светильники, на все, что связано с возможностью создания строительной инфраструктуры. Соответственно, этот вопрос тоже Республика Татарстан взяли на себя. Курск – город воинской славы. Здесь во время Великой Отечественной войны свирепствовали нацисты. Расстреляли порядка 3000 человек, порядка 10 тысяч угнали в плен. И тут же летом 43-го, в невиданном до этого танковом сражении у деревни Прохоровка наши войска одержали победу, что стало началом конца Германии. Через 80 с небольшим лет история повторяется. Снова нацисты, но только украинского разлива, но с теми же методами воздействия на мирное население. Те люди, которые зашли на нашу землю, плохие люди, они непосредственно обстреливают. Невзирая ни на что, обстреливают, кого хотят и зачем хотят. Начали дроны, трассу долбить, каждую машину взрывать. Заправку тоже в очередь создали, по заправке начали долбить. Бабушку забрали, уехали в Большесолдатское, из Большесолдатского потом сразу на Курск, в общем, встретились и поселились. Вот нас сколько, 15 человек было, как-то поселились, вот подруги тоже были. Первые пострадавшие появились 6 августа, в день вторжения ВСУ. Жители бежали из своих домов буквально в том, в чем были. Все было неожиданно для них. С двух направлений артиллерия била, через дом летали снаряды, РСЗО. Пакет выпустили, отсчитали, детей под мышку и убежали. И это все бахало, по крыше сыпалось. Очень страшно. Снаряды летят, невозможно доложить. Благо, власти региона смогли оперативно отреагировать на ситуацию, и уже в первые часы были организованы пункты временного размещения пострадавших по городу. Единственное, возникла необходимость в вещах, продовольствии, во всем том, что нам необходимо в обыденной жизни. На заседании правительства президент России Владимир Путин дал поручение главам регионов страны организовать поддержку области. Татарстан, как всегда, отреагировал одним из первых. Если надо помогать, то надо помогать. Своих не бросаем. Водителям и делегации от руководства из Татарстана на дорогу понадобилось 2/3 суток. Преодолено 1230 километров буквально на одном дыхании, с минимальным отрывом для отдыха. Пара заправок, 2 часа на сон, раз перекусили. Выехавшие вечером в дорогу водители понимали ответственность. Их ждали. Огромное спасибо Республике Татарстан за поддержку, за то, что вы помогаете нашим людям. Стараемся, все сплотились. Единая страна, это очень чувствуется, очень приятно. Спасибо большое. Для нужд пострадавших частных хозяйств Татарстан также отправил и пиломатериалы. Ленар-предприниматель из Зеленодольска по просьбе республики постарался максимально быстро отработать задачу. Сутки на распил, час на загрузку, посидел с семьей перед дорогой и в путь. Колонну не подвел. Его лесовозка выдержала общий темп. Стараюсь для народу помочь. Как-никак. Тоже и старые дома, наверное. Вот им тоже пиломатериал свежий нужен. Вот привез. Ну, я думаю, с Татарстана сколько от вас километров? 1200. 1200. Ну, в принципе, практически один из первых приехали к нам. Сегодня в гуманитарной помощи нуждаются десятки тысяч пострадавших граждан приграничных районов Курской области. В организации «Красный Крест» ежедневно помощь получают до 3000 человек.
На этой неделе и им из Татарстана в субботу пришла фура с грузами. Министр молодежи Татарстана Ринат Садыков от лица руководства республики обсудил с координаторами организации их проблемные вопросы, пообщался с пострадавшими. В числе координаторов трудятся, кстати, и наши казанцы, которые видят свою необходимость в борьбе с этой трагедией. Мы тут более недели работаем, где-то 8-7 дней, и за это время у нас постельное белье вообще не осталось. То есть сейчас основная потребность – это постельное белье и рецептуальные препараты. Но самое главное, конечно, продукты питания. Хотели бы, чтобы именно продукты питания были в таком формате. Представители Красного Креста подтвердили все то, что мы делаем, безусловно, правильно. Та перечневка гуманитарной помощи, которую мы закупаем для пострадавших жителей Курска, она здесь подтверждается ее потребность, потому что в ежедневном режиме здесь выдают и продуктовые наборы, и средства личной гигиены, и одежду, и школьные принадлежности, и много-много другое. Работая здесь, в эти дни мы не заметили паники, хотя обстановка довольно напрягающая. Постоянные сигналы тревоги, говорящие о вероятной ракетной атаке, тревожные текстовые уведомления от МЧС. У пунктов раздачи гуманитарного груза люди с глазами полные боли. Дети, наивно принимающие игрушки из рук волонтеров, как будто так должно быть. К этому сложно привыкнуть. Только историческая героическая данность нашего народа отличается от характера наших недругов. Такие моменты нас объединяют и мобилизуют в единый кулак единомышленников, стремление к миру которых может реализоваться через ответный удар. Сильный и ощутимый народ стал уже заражаться идеей мира. Ладонь стала превращаться в кулак, как поется у Виктора Цоя. Дальше будет хуже для врага. Ленар Валиулов, Булат Абдульманов. 7 дней. Не нужно быть великим военным экспертом, чтобы оценить, что именно с военной точки зрения операция «Курск» стала, или корректнее сказать, будет провальной для ВСУ. Враг будет выбит и разгромлен, может, не так быстро, как хотелось бы, но совершенно точно. Сейчас уже более-менее понятно, что в Киеве рассчитывали таким образом поднять свой боевой дух, получить своего рода пропагандистский эффект. Возможно, частично они в этом преуспели, однако со временем этот эффект нивелируется и даже становится отрицательным на фоне успехов наших бойцов на Донбассе. Они, даже наши недруги, признают эти успехи существенные и необратимые. И в них немалая доля и татарстанских добровольческих батальонов «Алга» и «Темер», которым исполнилось ровно 2 года. С тех пор, конечно, многое изменилось. И кадровый состав, пополнение идет уже не только из Татарстана, и дислокация наши воины выполняли и выполняют свой воинский долг и гражданский долг в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой республиках. И в каждом регионе с декабря 2022 года с ними встречаются наши журналисты. Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов из зоны проведения специальной военной операции. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Этот ролик опубликован Министерством обороны России. Здесь люди не разделяются по национальности, религии, месту рождения или проживания. Здесь есть только наши и не наши. Вообще родился здесь, в городе Шахтерск. Вот так вот. Да, то есть сердце сюда позвало, скажем так. Не мог спокойно смотреть на то, что происходит здесь. Отец у меня здесь похоронен. У меня, собственно, отец отсюда как раз-таки. Большую часть с детства я лето здесь проводил. Зато знаю еще с детства, помню то, что Донбасс, он всегда как будто бы русским и был. Я даже помню, в автобусе еду, и год 98-й примерно, до сих пор это помню. Наклейка в автобусе «НАТО, руки прочь от Донбасса». То есть это тогда уже было. Военнослужащий с позывным «Повар» из Красноярска тоже служит в именном татарстанском батальоне. Гражданская профессия пригодилась здесь и стала позывным. Здесь научился готовить татарские национальные блюда. Но в этот раз не кулинарными способностями он нас удивил. Сослуживцы сказали, что вышла книга его стихов. И большинство из них не о войне, а о жизни, о любви.
На СВО пришел из патриотических побуждений. Я лауреат литературных конкурсов, как общероссийских, региональных, так и международных. Это то, что наработано с 15 по 23 год. Мои друзья, мои соратники, они издали ее именно к моему юбилею, к 50-летию. Здесь я стараюсь запомнить людей. Особенно их хорошие черты, хорошие стороны, что война не смогла выжечь, не смогла сгубить. Еще не думали, как все сложится после победы. Всегда благодарны за помощь и поддержку тыла. Государственные награды – это малая часть благодарности земляков. Причем медали ордена за заслуги перед Республикой Татарстан получают не только татарстанцы. И поддержка приходит иногда неожиданно. 2 девчонки приехали с Воронежа. Я говорю, а связь какая, говорю, у нас? Воронежская область и Татарстан. Не знаю, говорит, ну так получилось, говорит. В первый раз человека видишь, он тебя как родного обнимает, там, давай желает, там. Настрой нас. Алга, только вперед, только победа. И домой вернуться с победой. Вот после того, как все закончится, ну, я не знаю, думал, не думал про это, что вот хочется приехать сюда посмотреть, как все. Конечно. Сколько местных у нас тут знакомых. Ну, на этом направлении год, почти 1,5 года уж работаем. Все местные уже подружились сейчас. Хочется приехать, потом посмотреть. Несколько раз пополнялся батальон новыми людьми из разных регионов. Есть здесь уже понятия: первая Алга, вторая Алга. Прошли Херсонскую область, Луганскую, Донецкую республики. Уже думали о том, что когда закончится, что дальше делать будете? Знаете, сейчас вот, как вам сказать, уже почти 2 года здесь, да, уже как бы на гражданке уже давно не был. Честно говоря, уже даже я не знаю, приехать и чем уже, как говорится, начать заниматься. Если бы, конечно, был помоложе, то да, вопросов нет. Конечно, может быть, я и остался военным. Ну, если не пенсия, так здесь в вооруженных силах останусь. Если это, я выйду на пенсию с татарского батальона. Призывался из Башкортостана, служил по контракту, потом работал электромонтером. Решил продолжить военную службу. Я хотел бы спасибо сказать нашему составу, командирскому составу и своим друзьям, и моим подчиненным, вот, экипажам. Без поддержки такого не было бы, без поддержки Татарстана, и без поддержки командиров и таких друзей. Конечно же, первыми в специальную военную операцию вступили профессиональные кадровые военные. Затем стали формироваться, в том числе и в Татарстане, добровольческие батальоны. И вот в июле, в августе друг за дружкой сначала батальон Алга, затем батальон Тимир вступили в специальную военную операцию. Они побывали в разных регионах, в разных местах, и у них общая задача – выйти ненадолго с линии соприкосновений для получения награды и снова обратно. Так часто происходит. Здесь не отмечают праздники и награды, так как на гражданке. Все будет потом, когда вернутся домой. И все награды обмоют и погибших, помянут. В списке награждаемых военнослужащих батальона «Тимир» был и герой наших сюжетов – Фаза, Ильнур Хайретдинов. На мотоцикле «Урал» вывез больше сотни раненых. Погиб в июне. Награду получат родные. Самое тяжелое здесь – терять друзей, говорят бойцы. Мы все повзрослели, мне кажется. Немножко, конечно, очерствели, видно это, да. То есть, но это такая черствость, ну, мужская, крепкая. То есть, очень многих потеряли. По этим вспоминаем. Его позывным тоже стала гражданская профессия – учитель из Заинска. В апреле прошлого года, тогда еще в Запорожской области, он захотел сказать спасибо через наш канал девочке из Мамадыша, письмо которой оказалось у него. Вместе решили написать ответ девочке. И письмо с фронта было доставлено нами в Мамадышский лицей номер 2. С тех пор немало писем с родины получено. Кто-то свои, я видел, собирает коллекции, выборку каких-то писем. Тут такое есть. Детям спасибо большое, что пишут. И понимаю, что и в школу уже будет вернуться достаточно сложно, потому что и характер изменился, и, наверное, жизненные какие-то цели, приоритеты. Естественно, скучаю, жалко об этом, да, но понимаю, что, наверное, пока не вижу себя уже соответствующим позывному учитель. Мы небольшой пазл создаем, получается, целостную картину, как кирпичик, строим дом, фундамент. Ну да, мы сейчас пишем историю, когда-то в книжках про это будут рассказывать в школах. Происходят сейчас очень кардинальные изменения в мире.
Мы являемся какими-то пешками, фигурками, там, винтиками, гайками, не знаю, как нас назвать. Все это мы делаем. Действительно, это так. Ну, это гордость для нас, что мы можем это сделать, внести свой вклад в развитие нашей страны. На гражданке служил в МЧС, вышел на пенсию. Сюда, говорит, выполнить свой долг пришел. И друга с собой забрал в прошлом году. Ну, это Бес-младший, Бесик. Он приехал со мной в мае прошлого года сюда. Я после отпуска привез его с собой. Мы стали взрослее, наверное. Ну, все-таки батальон развивается, двигается, да, оснащается. Вообще на месте не стоим. Нигде не было такого, что всегда легко. Ну, просто привыкаешь ко всему. Ну да, здесь теплее, чем у нас дома. Климат хороший здесь. Жить и жить, и радоваться. Нет, тут война. Дом там, где мама, как говорится. Домой, к себе. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов. 7 дней. Донецкая Народная Республика. Люди, сильные духом. Герои СВО продолжают сражаться на передовой, а их близкие ждут их дома. Герои нашего следующего репортажа – добровольцы Заинского района, главным приоритетом для которых была и остается защита Родины. Два брата, которые ушли друг за другом и теперь воюют плечом к плечу на поле боя. Или воин Юрий Жаров, который несколько раз был на краю гибели, и она все же нашла его. С момента его панихиды прошло лишь 40 дней. Все село Средние Пеничи, где он родился и вырос, до сих пор не может в это поверить. Он ушел на передовую линию фронта одним из первых, получил медаль за отвагу, но снова продлил контракт и вернулся, не сумев оставить боевых товарищей. Вернувшись, в бою встретил старого друга, с которым вместе служил в армии, уроженца Украины. Они оказались по разные стороны баррикад. Диляра Юсупова продолжит. Он любил возиться, да, с машиной? Возил, любыми машинами возил. У него вот там другая машина была. Еще одну собрали. Во всем хотел дойти до самой сути, все, что говорит про него отец. Вместе чинили трактор, строили баню. На этом все. Отец, который растил Юру один и сам-то знает про него немного. О себе говорил мало, о войне молчал вовсе. О чем мечтал, какие цели ставил, кого любил, о ком болел, эти вопросы так и остались без ответа. Мужская категория людей не склонна распространяться о своих мечтах. Он не мечтал, он делал. Длинный стол еще не убран после поминок, у окна алтарь его памяти. Юра Жаров рос без матери. Она умерла, когда ему было 2 месяца. На сентиментальности не было времени, поэтому отец воспитывал, как это делают многие на селе, самостоятельным, хватким, трудолюбивым. Характер отличный был. Он никогда никого не обидел. Может, Юра говорит, хватит, может, Юра. Нет, пап, там, говорит, мои друзья, говорит, остались. Они, знаешь, как друзья, они как братья. Вот. Я не понимал его. Я вообще не думал даже. Отзывчивый очень, помогал. Вот если где-то встретят, случайно скажешь, если ты поедешь, возьмешь меня с собой, в Заинске, вот как, хорошо, хорошо. Вот уже думаешь, долго задерживаешься, думаешь, он, наверное, уже уехал. Нет, он не уезжает, он тебя ждет, он тебя увезет. Хоть вот не только я, и другие тоже расскажут так же. Отслужил в армии, был снайпером, а потом пошел спасать жизни, трудился в МЧС, занимался борьбой. Ушел на СВО, один из первых, вернулся и снова ушел. Решил, своих не бросают. Награжден медалью за отвагу и за боевые отличия. Сказать друг, трудно сказать, он больше как старший брат у меня был. Вы с детства, да, вместе? Да, с детства вместе. В июне он также подписал контракт, но об этом уже мы знали. Он, когда ситуация раскалялась там, новости уже все смотрим, Юрий сказал, я, говорит, в сторонке, говорит, не останусь. Он был трудолюбивый. Я помню, он всегда с отцом, где-то они работали, он помогал всегда отцу. И еще один момент у меня в памяти остался. Я, как и фермер, работая на поле, смотрю, один парень бежит в сторону ниже Пеничи. Это было после школы. А потом смотрю, это Юра. Потом я узнал, что он, оказывается, там подрабатывает
И у них была почасовая оплата. Он, чтобы побольше заработать, он на работу идет бегом, чтобы побольше заработал. Вот такой он был. На СВО он вдруг встретил старого друга. Они вместе служили в армии. Тот гражданин Украины, когда-то жил в России, но вернулся обратно. Теперь он воевал за свою страну. Юра за свою. Они встретились на поле боя и пожали друг другу руки. Нашли друг друга. Значит, в заброшенном блиндаже они 3 дня вдвоем жили. Вот я к чему это веду, что не все люди у нас кровожадные, не все у нас украинцы, кто-то, значит, националисты. И вот 2 рядовых парня встретились на войне. Значит, он с той стороны, Юра наш с этой стороны. И они 2 дня, если не ошибаюсь, 2 дня, 3 дня жили в заброшенном окопе. Он плохого о нем ничего не сказал. Ну, говорит, раз мы, говорит, военные, значит, мы присягу дали, он воюет с той стороны, я, говорит, защищаю родину с этой стороны. Он мне рассказывал, это, говорит, вот удивительный случай. Удивительное дело, друзья-враги плечом к плечу воевали то ли против друг друга, то ли за. Юре не удалось пройти этот путь до конца. Теперь он лежит здесь, один из первых среди могил. Это мама 2 бойцов, которые, слава богу, живы и здоровы. Показывает детские фотографии своих сыновей и не перестает повторять, какие они разные. Старший рос быстрым, ловким и сильным. Младший – заботливым и мягким. Он приезжает, за частями приезжает. Часто так и приезжает. Он же механик там. Шины, танки ремонтирует. Он тоже сам пошел в военкомат. Живым вернулись. Здоровый был. Старший позывной Ельцин. Эта кличка прилипла к нему с детства. Все хотел попробовать сам. Приехав в отпуск, повлиял на младшего брата и забрал его с собой. Младший позывной Славик принял присягу прямо в зоне СВО. Служу России. Теперь они вместе друг за друга горой. Старший приложил немало усилий для обеспечения необходимыми вещами наших воинов. Возил гуманитарку. Теперь его коллеги помогают ему и всем остальным. Познакомились уже на линии боевого соприкосновения, когда мы привезли гуманитарный груз. И все, вот оттуда наше знакомство началось. Я думаю, что да, именно патриотический дух особо они не рассказывают о себе. Старшего брата знаю, это вообще человек очень неординарный, то есть его не только Заинский знает, его знает уже и во всех округах, там, где они проходили. Они сначала в ЛНР были, сейчас они в ДНР. Его знает, как он снабженец очень хороший, он регулярно приезжает за запчастями сюда, набирает по несколько машин запчастей, все, снабжение, он РМО, рота материального обеспечения. Вот очень пробивной человек, и поэтому так у него получается очень здорово. Поэтому командиры, я говорю, там все знают его. Более 500 ребят на линии фронта сегодня из Заинского района. Они одни из первых, кто начали работу с гуманитарной помощью. Каждый боец имеет связь с волонтером. И мы у себя в Заинске организовали, значит, как Закамский центр работы по военным госпиталям. В первое время даже медикаменты возили. Памперсы, значит, костыли, то, что надо для госпиталей, вплоть до ванн. 22 машины только направили туда, десятки мотоциклов, более 400 в первое время, значит, генераторов только. Когда вместе, наверное, мы непобедимы. И, как мы говорим, значит, наше дело правое, и, конечно, победа будет за нами. Заинские герои, они, конечно, не единственные. В каждом российском городе, в каждом селе, деревне, глубинке живут они. Те, кто смело и решительно идут навстречу с врагом, рискуя жизнью, защищают наши рубежи. Те, кто знают, что такое товарищество и дружба, даже если друг на противоположной стороне. Их все еще ждут родные и близкие, даже если знают, что они больше никогда не вернутся. Увидел он ее. Папа говорит, эта кошка, говорит, поставь тебе, говорит, подходит она. Ты возьми, говорит, ее, возьми-ка он. Какой-то светлый, говорит. Да.
Диляра Исупова, Андрей Ключников, 7 дней. На днях украинские националисты атаковали автобус с людьми в Лисичанске, применив боеприпас ракетного типа. Погиб мирный житель. 28 человек пострадали. Это не первый случай агрессии со стороны Украины в подшефных городах Татарстана, в прифронтовых Лисичанске и Рубежном. Жители часто попадают под угрозу вражеских обстрелов, но, несмотря ни на что, продолжают восстанавливать мирную жизнь в родных городах. Строительные и ремонтные работы идут при поддержке Республики Татарстан. Наши волонтеры, медики, строители, сотрудники коммунальных служб ежедневно вносят свой вклад в поддержание мира в российских городах Донбасса. В Лисичанске с началом учебного года дети начнут обучение в отремонтированных Татарстаном школах, сразу в 3. В эти дни идет подготовка к их открытию. Подробности в материале Алины Сулеймановой и Андрея Ключникова. Надо попросить вот это все переместить. убрать, Почему? да, Потому что здесь автобуска должна подъехать, Да, работать мы сначала. сегодня мы уже разговаривали, Пожалуйста. сегодня у нас приходят сотрудники. И До понедельника, да, надо убрать? Да, да. Фаниль Аглиуллин, вице-премьер Республики Татарстан, куратор от нашего региона в подшефных городах, проводит выездные совещания на строительных объектах в Лисичанске. Этот ежедневный контроль позволяет не упустить важные детали в ремонтных работах и решить ряд оперативных задач с подрядчиком. С этой стороны мы все отремонтировали. Лист металлочерепицы мы заменили, водосточку мы закрепили. Там же были осколочные. А с той стороны сейчас основные работы они закончат. И там... Кать, вот здесь 2 дырки надо закрыть. Решетками я предлагаю только. Республика Татарстан готовит к открытию сразу 3 общеобразовательных школы в Лисичанске. В одной из них работы уже завершены. Отремонтировали пострадавшую от обстрела ВСУ кровлю, фойе здания, заменили окна, электропроводку и подготовили спортзал к занятиям. А в 2 школах ремонтно-восстановительные работы на стадии завершения. Здесь тоже на обходной группе были постели. Уголки, чтобы не порезаться. Все, уже прошли. Социально значимые объекты в городе готовят к вводу в эксплуатацию. Республика Татарстан задействовала в восстановительных работах местных строителей. Впереди начало учебного года, и многие, кто ремонтирует эти школы сегодня, уже завтра приведут сюда своих детей. Замечания есть, мы их устраняем, выявляем, говорим подрядчику. Подрядчик их будет устранять в ближайшее время. Помните эти кадры? Еще несколько месяцев назад педагоги проводили консультации в подсобных помещениях школы вот за этими партами. Вот у нас сейчас занимаются детки, проводят свою консультацию, получают. Мы можем зайти посмотреть. Здравствуйте, ребята. Сейчас у нас консультация в 5 классе, английский язык. Основное здание школы пострадало от обстрела ВСУ. В городе, вблизи линии боевого соприкосновения, ремонтно-восстановительные работы идут сложно. Ни связи толком, ни воды, перебои со светом. Приходится в условиях, даже вот вы сейчас слышите, да, вот наша артиллерия работает. Ну, приходится дизель-генератор использовать, подвозить воду. Тоже занимает какое-то время. Целый год под угрозой вражеских атак восстанавливались и столовые, и учебные классы, и фасад зданий, и кровли этой школы. Ремонтные работы по всей школе были сделаны. От и до. От крыши до фундамента это все было сделано. И внутренние работы, и коммуникации, и проводка, свет, и отопление, и окна поменяли, ну, стены. Все-все-все сделали. И сегодня эти старые школьные парты вынесли на улицу. Настал момент, и в Лисичанской школе время шагнуло вперед. Фаниль Анварович, что-нибудь из этого было в вашей советской школе? Ну да, вот эти же стулья знакомые, и вот и такие попадались. Это, получается, все поставки со времен Советского Союза? Я думаю, что да, потому что сейчас таких уже не выпускают. А сегодня какая будет мебель? Современная, как в татарстанских школах. Эта лисичанская школа и без обстрела выглядела не намного лучше. Капитальный ремонт здесь не проводили с начала ее строительства в 70-х годах прошлого века. Эта мебель помнит еще нас, которые мы учились в этой школе. Покажите, на каком студии? Ой, да они же все одинаковые. Они же не подписаны, они одинаковые все.
На всех, да. И дети старшие наши тут учились в этой школе тоже. Через вас передаем это спасибо огромное. Ну, да. Я думаю, что мы все вещи обговорили, поэтому нам надо будет детально мобилизироваться, все вот это производство вывести. И сегодня учителя, которые помогают строителям выносить старую мебель и отмывать окна и стены от свежей краски, очень ждут новый учебный год. Дети заходят и радуются, смотрят. Школа вообще вау. Нам интересно, чтобы наши дети хорошо учились, уже за другим, чтобы у них память другая была, не наша. Хотя еще идет, вот где-то вы слышите тоже вдалеке вот эти бахи, чтобы дети больше этого не слышали и не ощущали. Все хотят вернуться на родину. Да, все хотят домой. Самое главное, мы здесь ждем. Очень ждут учебный год и в другой лисичанской школе, восстановление которой заканчивает Республика Татарстан. Новость о том, что родная школа теперь выглядит как новая, застала Викторию Кисельникову и ее сына за границей, откуда они возвращались из эвакуации. Можно было остаться где угодно, но родина, знаете как, дома, родная земля все-таки. Нужно там, где родился. Я первый день пришла, потому что мы приехали недавно абсолютно. Поэтому школа в замечательном состоянии. Я, конечно, удивлена очень. Каждый день в Лисичанск возвращаются все больше его жителей. Вместе с ремонтно-восстановительными работами, которые ведет шеф-регион, в город приходит и мирная жизнь. Сколько у вас 11-классников? 11-классников у нас 19. Ух ты! А первоклассников? 16. В этой отремонтированной школе на 473 места уже сегодня в списках 263 ученика, и пополняются они ежедневно. Коренные жители приехали с Московской области, вернулись домой. Возвращаются домой. Ой, вы прям счастливы. Да. Мы всем рады. А ведь у многих еще в памяти те дни, когда вместе с детьми прятались от вражеских ракетных обстрелов в подвале школы и месяцами спали на спортивных матах. Прикладом постучали в дверь, я вышла. Нам надо, на украинской мове, нам надо заселиться. Я говорю, извините, у нас здесь Красный Крест был. Здесь, правда, был Красный Крест. Занимались выдачей продуктов. Они, вот вы нас не любите. Да. Наставил, конечно, мне автомат. Со психами уехали они. И на следующий день нас обстреляли. Вот во дворе прилет был, на площадке, на стадионе. Это что тогда пострадали окна. Эти тяжелые воспоминания учителя очень хотят оставить в прошлом. Ведь они готовятся к новому учебному году и к новой жизни. Я хочу сказать огромное спасибо шефу региону, потому что без них ничего бы это не состоялось. Татарстану привет огромный и огромное спасибо за то, что мы будем учиться в своей родной школе. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Столько лжи, что вот хочется все-таки обратить людей к их корням. Самое главное – идти дальше по пути сохранения и приумножения нашего культурного достояния. Послание миру, возрождение, насколько мы сильны в своей правде, идущей от традиций. Рустам Минниханов с рабочим визитом находился в Малайзии. Раис Татарстана встретился с верховным правителем страны королем Султаном Ибрагимом. Также Раис посетил корпорацию по развитию индустрии «Халяль» и пообщался с деловыми кругами. В лицее Рустам Минниханов принял участие в акции «Помоги собраться в школу». Раис вручил 20 будущим первоклашкам портфели и школьные принадлежности. Акция в Татарстане проводится с 2007 года. В этом году помощь окажут почти 20 тысячам школьников. Рустам Минниханов призвал не скрывать проблемы системы образования и не приукрашивать показатели. В селе Усады Лаишевского района прошло республиканское августовское совещание учителей. Педагоги собрались в новом многопрофильном лицее «Инноватика». На встречу приехали Минтимер Шаймеев и Фарид Мухаммедшин. На площадке лицея Рустам Минниханов встретился с 200 и 300-бальниками по ЕГЭ. Раис поздравил ребят с выдающимися результатами и поблагодарил их родителей. В этом году в Татарстане 100 баллов по одному предмету получили 320 выпускников, 200 баллов по 2 предметам – 20 человек. Рустам Минниханов посетил стройплощадку будущей станции метро «Столетие ТАССР». Ему рассказали о ходе работ на первом участке второй линии Казанского метрополитена. Эта ветка соединит 5 районов города – Приволжский, Советский, Новосавиновский, Московский и Кировский.
Компания «Транснефть» Прикамье отметила 75-летие. Поздравить коллектив приехали Раиса Рустам-Минниханов, президент «Транснефти» Николай Токарев. Церемония прошла в БКЗ. Раис Республики отметил, «Транснефть Прикамье» – это одно из значимых предприятий Татарстана и Прикамья. За 5 лет компания перечислила в бюджет Татарстана 17 миллиардов рублей. 80 тонн гуманитарной помощи из Татарстана доставили в Курскую область. Продукты и товары первой необходимости неравнодушные жители и организации собрали всего за 6 дней. Раис Республики поблагодарил всех, кто не остался в стороне. На республиканском совещании он также дал ряд поручений. В Казани подвели итоги конкурса лучших работников в сфере муниципального управления. Именно они работают с населением, решают сложные вопросы, связанные с благоустройством, водоснабжением, образованием и здравоохранением. В последнее время помогают землякам в зоне СВО. В этом году получили рекордное количество заявок – 180 по 15 номинациям. Среди победителей наш коллега, ведущий информационно-аналитической программы «7 дней» Тимур Бекмурзин. Он получил награду за лучший телевизионный проект. Продолжаем программу «7 дней». На этой неделе стартовали совместные агитационные мероприятия представителей политических партий. 8 сентября состоятся выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан. 397 кандидатов претендуют на 100 парламентских мест. 5 региональных отделений всероссийских партий заявили о своем участии в этой избирательной кампании. О ее особенностях нам рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев. Андрей Станиславович, добрый день. 8 сентября единый день голосования. Вот на сегодняшний день какой уровень готовности? Хайрлы кеш, Зуфар, рад приветствовать наших телезрителей, наших избирателей. Безусловно, в нашей республике главное политическое событие – это выборы Государственного совета Республики Татарстан. В Российской Федерации пройдут множество разного уровня кампаний. У нас в республике, кроме выборов республиканского парламента, в 38 муниципальных районах состоятся выборы муниципальных депутатов. 145 мандатов, 511 человек пришли и 494 мы зарегистрировали. Это до выборов такие будут, да? Да, до выборов. То есть это те кандидаты, которые вступили сейчас в политическую борьбу, в агитацию в средствах массовой информации, и которые, собственно говоря, будут вот этот месяц активно бороться за депутатские мандаты. В нашей республике 2 926 245 избирателей имеют возможность проголосовать. Это не просто просчитано, это каждый год, независимо от избирательной кампании. 1 января и 1 июля. Причем подписываются эти данные Раисом Республики Татарстан. Это показывает абсолютную важность этой категории цифр. То есть это столько избирателей имеют возможность прийти. Именно от этой цифры берет свой расчет и явка избирателей, тех, кто голосует, тех, кто не пришел на выборы. Очень серьезное давление. Мы в условиях специальной военной операции. Мы испытываем экономические давления всего мира практически, нам недружественных стран. И мы это видим, и как наша страна в этой ситуации борется и выходит победителем. И, безусловно, конечно, информационное давление, информационная война, которая развязана против нашей страны, естественно, это все влияет на избирательную систему. И вот в этой ситуации, безусловно, мы абсолютно сконцентрированы, абсолютно чувствуем свою ответственность. И каждый член участковой избирательной комиссии, а у нас на участках работает 21 302 члена участковой комиссии. Причем ведь в обычной жизни это учителя, врачи, предприниматели, жители села, работники предприятий. Каждый из них чувствует важность происходящего события. Конкуренция хорошая. Конкуренция – это тоже очень серьезная составляющая открытости и легитимности процесса. 100 депутатских мандатов, 400 практически кандидатов. Да? Это хорошая конкуренция. Мы видим уже и дебаты, и видим уже
и рекламные ролики наших кандидатов. То есть все идет согласно календарному плану. Совместное выступление представителей партии на канале ТНВ каждую среду в 11 часов. Разговор о том, что волнует большинство – здравоохранение, развитие сельских территорий, защита прав, поддержка участников специальной военной операции. В этот раз пришли представители 4 из 5 партий, желающих оказаться в составе республиканского парламента. Впереди еще 3 таких встречи. Дебаты прошли, да, сегодня интересно, были вопросы-ответы, получилось немного даже пооппонировать друг другу. Настрой у нас всегда боевой, потому что мы единственная оппозиционная партия, которая ставим задачу менять вот эту ситуацию. У нас большая целая команда, были привезены политтехнологи даже из Москвы. Поэтому совместно с ними мы готовили дебаты, речи, какие-то заготовки. Я не первый раз принимаю в дебатах, уже не первые выборы прохожу. И, конечно, наверное, наши все-таки дебаты отличаются вот такой определенной теплой атмосферой между оппонентами. Мы все говорим о тех проблемах, которые необходимо решать. Завершая нашу беседу, да, все-таки вот почему надо прийти и проголосовать? Это наша республика, это опора России. У нас комфортно жить, у нас комфортно трудиться. Мы гордимся своей республикой. Почему не прийти, если ты гордишься своей республикой? Приди на выборы. Приди и сделай свой выбор. Я считаю, что это абсолютно точно. Это наши депутаты, которых ты выбираешь. Как ты будешь дальше реагировать, если ты выберешь плохого депутата? Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят голосовать на выборы. Это такая логика. И я считаю, что это еще одна веская причина. Ну и, безусловно, традиции республики, активно голосовать мы должны поддержать. Поэтому 8 сентября все избирательные участки, 2740 избирательных участков, будут открыты с 7 утра и до 20:00. Начнут свою работу, но мы рекомендуем так, начать свою работу с гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Поэтому ждем вас на избирательных участках. Будем выбирать свое будущее. Спасибо, Андрей Станиславович. Еще неоднократно, думаю, встретимся. Спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Всего самого доброго. Духовное единство России – послание миру. В современных условиях гибридной войны против нашего государства, в условиях попытки его раскачать, запугать наших граждан, выбить почву из-под ног, так важно всем нам помнить и точно знать, кто мы, откуда и в чем наша сила. Это касается и ситуации в Курской области, Белгородчине, новых территориях. Это касается и того глумления, по-другому не сказать, над основами духовной жизни миллионов людей по всему миру, попирание духовных ценностей, которые мы наблюдали на открытии и закрытии Олимпиады. И мы видим, каким может быть агрессивным и быстро нарастающим наступление на наши чувства, ментальность и в результате на базовые общечеловеческие ценности. Наша сила, как говорил герой Сергея Бодрова, в правде. В правде, которую мы бережно храним, как самые ценные сокровища, как основу мира, восстанавливая и воплощая в живую материю традиции своего народа, передавая их дальше во времени. В Древнем Болгаре, священном месте, сегодня завершился большой фестиваль «Духовное единство России. Послание миру». Проходит он по инициативе первого президента Татарстана, государственного советника Минтимера Шаймиева. В этом же году фестиваль объединил 2 главных центра воплощения единства нашего многонационального народа. Свияжск, там он стартовал в конце июля, и Болгар, где фонд Возрождения в эти дни реализовал одну из главных задач – показать и себе, и другим, насколько мы сильны в своей правде, идущей от традиции. Татьяна Тимошенко о силе послания миру. Ветер перебирает лепестки Бармчаймса, потомка древнего ветряного колокольчика. Древний Болгар с утра наполняется, как и сотни лет назад, голосами, разворачивается торговля. Максим из Казани, в школьной жизни увлекающийся радиотехникой, все пересчитывает, нити, плетет вологодское кружево. Ремесленник, начинающий, с малым пока опытом, но с большими планами. Я видел, что у меня там на кухне мама что-то делает, вяжет. А это, оказывается, плетение на коклюшках. Это вологодское кружево. Почему ты увлекся им? Мне
Нужно заработать на дом. Я сама потомственная кружевница с Вологды, да, и у нас из поколения в поколение это все передавалось. Естественно, хочется вот все вот эти тонкости кому-то передать, чтобы оно дальше шло и развивалось, да. Раушане – это як тезка России. Персидское, значит, имя Раушане. Владыка солнечных лучей. Лучистое, светлое, яркое. Рушания Габидуллина – одна из основательниц частного музея-мастерской Зодчи в селе Мингер. Проводит мастер-класс по лепке, уже само название «Мингерская глина» как будто окутана легендами. Ее музей в Сабинском районе не только ремесленный, но еще и мастерская слова. Это саба называется. Это вот копия, точная копия осколка герба Сабийского государства. В Аравии было Сабийское государство 6000 лет тому назад. И этот круговорот идей, людей, а символ фестиваля в этом году «Калейдоскоп», который, как ни крути, будет ярким, плетется свой замысловатый узор через взгляд и руки художников. Так мингерская глина в точности повторяет керамику древних сарматов. Сегодня татарский орнамент 100% совпадает с сарматским орнаментом. Вот это нас, конечно, тронуло, и мы этим и занимаемся. И посуда сарматская, вот, например, вот это маяк. Маяк – это по-татарски «мой», «солоп», «як». «Мой», «як». И когда вот я увидела этого оленя в книге по истории, я была просто приятно удивлена, была в шоке, потому что на рогах увидела арабскую вязь. Ее там, в принципе, быть не может, потому что, ну, понятно, да, это до нашей эры, там, а в Коране есть аят «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха», то есть Аллах, Бог, Господь не дает ношу, которую ты не в силах поднять. То есть каждому только то, что ему по силам, что ему по плечам. И этот аят вписался в его рога. «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вус'аха». Выставка арабографической каллиграфии, сплетение смыслов, их прочтения, классических написаний, которые воспринимаются как ультрасовременные. Государственный советник Республики Татарстан останавливается у сарматского оленя, задает уточняющие вопросы. Каждый раз встреча Минтимира Шаймиева с художниками – это очень долгий и вдумчивый разговор. Сегодня столько ложных тезисов, столько ложных слоганов в мире, столько лжи, что вот хочется все-таки обратить людей к их корням, к тому, что неизменно. Понимаете, вот я очень часто говорю эту ассоциацию, то, что если любой цветок, да, вот любое растение без корней, это будет как ореол одуванчика, разлетелось, ничего не осталось. Но если есть корни, он всегда даст новый росток. Здесь рождаются смыслы, вынашиваются и воплощаются. Большой фестиваль в Болгарах, проходящий по инициативе Фонда Возрождения, где главный вдохновитель и двигатель, государственный советник Татарстана Минтимир Шаймиев, в этом году проходит под названием «Духовное единство России. Послание миру». Но стартовал он гораздо раньше, в Свияжске, где собрал 12 хоров из России и Сербии, исполняющих церковные песнопения, фольклористов, ремесленников, искусствоведов, хранящих, создающих и умеющих читать те образы в искусстве, которые веками формировали душу народа. Два центра, Болгар и Свияжск, возрожденные из руин благодаря инициативе Шаймиева, поддержке республики, меценатов, живут и ждут гостей со всех уголков мира. И этот поток только увеличивается. Так, Болгар – священное для мусульман место, точка, где был принят ислам на территории нашей страны, в 2010-м посетили 50 тысяч человек, а в прошлом в 16 раз больше – 800 тысяч. Самое главное – идти дальше по пути сохранения и приумножения нашего культурного достояния. Сейчас мы находимся на самом важном отрезке этого большого пути. Восстановив исторические памятники, то есть материальное наследие, мы переходим к возрождению нематериального культурного наследия, наших традиций, обычаев.
Один из центров Древнего Болгара, Черная палата, оживает и в прямом смысле заполняется людьми. Она стала историческими декорациями к опере, которая рассказывает о событиях, происходивших именно здесь, несколько сотен лет назад. Кара Пулат. Опера проходит свой путь испытания временем и любовью, но уже стала визитной карточкой Болгар. В первую очередь человеческие судьбы, судьба государства есть. Ну, то есть там на разные, я же говорю, кому что интересно, кому что ближе в данный момент. Кто-то беспокоится об отечестве, у кого-то личные проблемы, личная любовь, ну, то есть на первый план выходит в данный момент. А опера отвечает на эти вопросы, и поэтому она и трогает, наверное, каждого по-своему. Это центральный элемент, мне кажется, вокруг которого фестиваль каждый год какие-то новыми гранями переливается. И мне кажется, это здорово. Здорово, потому что вообще тема традиций, тема культуры, тема искусства — это же огромный, необхватный мир. Тема цветка прекрасной дочери хана, которую враги грозят вырвать с корнем, звучит со сцены. Тема любви, мужества, родины. Постановка ее здесь, на исторической сцене, также принадлежит Шаймиеву. А кто, как не он, знает, о чем надо говорить, в том числе и с миром. Ведь это он в 2006-м создавал группу стратегического видения «Россия. Исламский мир». В Казани пройдет саммит глав стран БРИКС. Наш фестиваль, в котором участвуют представители 10 регионов страны, проходит накануне этого исторического события, где главы государств будут обсуждать направления сотрудничества в разных сферах, в том числе и в сфере культуры. Поэтому наш фестиваль задуман нами как послание миру, главам государств и их народам, о том, что в условиях современных реалий крайне важно сосредоточиться на общих для всего человечества духовных ценностях, найти точки соприкосновения, развивать и укреплять их. Духовное единство России – послание миру. Через утверждение легенд, художественные образы, через общение и понимание друг друга без слов. Фестиваль будет продолжен, возможно, под новым названием, но все с теми же вечными для каждого человека и человечества смыслами. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исяннысыз, студии Динар Бадрудинов. На предстоящей неделе в Татарстане сохранится дождливая погода. Температура будет довольно устойчивой. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана почти всю неделю будет пасмурно. Каждый день, кроме среды, прогнозируют дожди. Температура составит от 20 до 24 градусов тепла. Ночью от 13 до 15 градусов. На юго-востоке дождь тоже не будет прекращаться практически все 7 дней. Будет пасмурно, только в пятницу, по предварительным данным, ожидается прояснение. Температура днем от 20 в начале недели и до 24 в конце. Ночью понижение от 15 до 11 градусов тепла. В центре республики солнечных дней будет больше. Неделя начнется с дождей, они прогнозируются в понедельник и вторник. Затем 2 дня солнца и снова дождь. Выходные осадки будут сменяться прояснениями. Температура днем от 21 до 24 градусов, ночью от 11 до 16 градусов тепла. На юго-западе Татарстана теплее, здесь тоже дождь будет сменяться с солнцем. Неделя начнется с осадков. Температура днем составит от 22 до 25 градусов тепла. Ночью сначала понижение от 16 до 11, затем снова повышение до плюс 15 градусов. На северо-западе республики и в столице Татарстана погода будет неустойчивой, однако солнечных дней прогнозируют больше, чем дождливых. В понедельник ожидается переменная облачность, дождей не обещают. Во вторник пасмурный день и осадки, затем снова солнце. Температура воздуха днем от 22 до 24 градусов, ночью от 14 до 16 градусов тепла.
Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Хорошего вам настроения, всего доброго. Атнараргыз уңышлы болсын.